Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы открываем невероятную выставку, и посвящена эта выставка нашему дорогому городу, которому исполняется вот-вот уже в июне 80 лет. Наш город достаточно молод, но при этом у него есть прекрасная история. И в этом городе очень много талантливых людей. Не всегда они на виду, потому что талантливые люди, они очень скромные, согласитесь. Светлана Вертрова, художник по куклам, и Юрати Костыцкая, художник, работающий во многих направлениях. Именно сегодня мы открываем их персональную выставку. Это прекрасный симбиоз работ Юрати. Юрати занимается фотографией очень искусно, и Светланины куклы. Эта выставка – это тихий разговор природы и куклы. Рассматривая эту выставку, вы обязательно остановитесь на каждой кукле и на каждой детали. Я думаю, что вам будет интересно рассматривать все это. Более подробно потом расскажут девочки. Так что спасибо большое. И хочу предоставить слово Валерию Николаевичу, пожалуйста, пару слов. Я поздравляю вас с выставкой. Хороший тандем получился. Некоторые вопросы возникают, я потом задам. Да, но что интересно, что очень красивые снимки, Юрата, очень хорошие куклы. Да, я всегда смотрю на вашу вами подаренную мне куклу. Зону, она большая. Большая. А вот тут стиль получился какой-то все маленький. И сразу возникает вопрос, а чего перешли на такое? Да. Но если у художника свое видение всех, что происходит, я думаю, что это вам виднее. Поэтому спасибо вам большое опять за то, что вы нас порадовали. И уже не первую выставку. Поэтому дай Бог вам обоим. Вам хороших фотоаппаратов. Это тяжело. Вам хороший материал. Спасибо. Чтобы куклу побольше было, чтобы хватило материала. Хороших учеников. Спасибо. Что это главное. Что-то оставить, кроме кукол, оставить еще и дальше. Живой. Позвольте вам вручить это. Спасибо. Пожалуйста, Хельги, пару слов. Mind ka hämmastas, kui Valeri ütles, et nii väikesed nukud. Ma ei ole selliseid tükk aega näinud. Aga väga huvitav, mina tulin vaatama, seinad on kõik tühjad, huvitav, kus need pildid on, kus need nukud on. Ahah, kaugelt ei näe ka. Ei, hästi huvitav. Pärast vaatame niimoodi lähemalt, nii et aitäh teile. Спасибо. На выставках самое замечательное то, что возможно поговорить, чтобы диалог состоялся между людьми творящими и между теми, кто пришел, заинтересовался их творчеством. Я уверяю, что эти две замечательные женщины, они и замечательные рассказчики. Ну, например, Юрати может рассказать, что каждый снимок – это охота. Это охота, но умение момент совсем допустим, ты идешь, у тебя просто прогулка. Неважно, там мобильный телефон или фотокамера в кармане, но все равно, если ты заметил вокруг себя что-то красивое, может, другой не заметит, но ты-то сначала фотографируешь глазами, потом только хочется внутри быстрее доставать и фиксировать. Поэтому здесь вы видите те моменты, которые результат и моментальной такой съемки, что ты увидел и захотела зафиксировать спонтанно. И, конечно, есть охота. Охота – это сияние, конечно, это длится от 2 до 4 часов, иногда 5 часов, когда мы в ожидании просто стоишь, мерзнешь, термос в руках. Начинается сезон охоты с августа, середины августа, и заканчивается вот в это время, в середине мая. Светлана, куклы-малышки. На мой взгляд, это настолько мило, и это настолько удобно, но все-таки, почему такие малышки у вас? Ну да, малышки
совсем недавно как-то вошли в мою творческую деятельность. В основном у меня кукла 50 плюс-минус 10-20 сантиметров туда-сюда, но как-то захотелось немножко расслабиться и уйти в маленький размер, чисто технически попробовать. Здесь не просто одну куклу сделаешь, а вообще я работаю небольшими такими сериями, особенно это с куколками маленькими. Хочу сказать еще, что несмотря на маленький размер, это все равно художественная кукла, потому что полностью от и до она сделана вручную, и каждая со своим характером. Это невероятно. Если вы просто посмотрите внимательно, то от каждой фотографии у нас есть маленькая история, которая рождается. Вот, например, это надо вот такое сфотографировать. Это маленький домик гномиков, наверное. Ну вот он очень интересный. Прямо вот туда и хочется зайти посмотреть. И мы так подобрали, и куколка у нас как будто вышла из этого домика. Вышла, Проснулась такая. да, и шагнула и ждет, что Сегодня день. вокруг. Да, то же самое. А здесь, обратите внимание, специально я попросила Юрати оставить, кстати, Дом культуры наш. И мы решили подобрать куколку танцевальную. И вот она руки в боки и пошла плясать от Дома культуры. Или же после хорошего. Или после хорошего мероприятия, да. Здесь вот каждый может что-то себе придумать необычное. Это как стеклянный Да. домик с двумя этажами. В каждом этаже своя история, свой диалог между картиной и куклой. Вот это увидеть и зафиксировать, и вот эту красоту, которую, неужели я живу здесь, где у нас северное сияние, я его в жизни не видела. Как это так? Вот оставить велосипед в каком-то берегу с этим северным сиянием, это невероятно. Смотрите, интересная работа. Труба, из этой трубы вышла девочка. Она вся очень красиво дополнена вот этим цветом. У девочки была собачка. Она сорвалась с поводка и убежала к дяденьке фотографию. Это собачка. Поводок был сделан сегодня, потому что он был нужен там. Потому что настолько эта девочка одна из первых, которые я сделала. Она года 4, наверное, сидела, лежала и ждала своего часа. И вот эта необыкновенная аллея с этими какими-то таинственными деревьями. Настолько удивительно вот эти моменты, вот этих фотографий. Но теперь они ожили вместе с куклами.